Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Мототранспорт. Правила езды на популярном виде транспорта. Статистика. Ответственность. Конфискация автомобиля при повторной езде в состоянии алкогольного опьянения. Подробно, как это происходит. Рубрика «Не скучно» о ПДД детям. А в конце программы, по традиции, наша популярная и любимая вами рубрика «Тест ПДД», который сдаст певец Святослав Эверстов. Но в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 29 апреля по 5 мая зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 16 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, 2 человека погибло. Так, 1 мая в 14:50 водитель автомобиля Nissan Премьера, двигаясь по проспекту Ленинградскому со стороны улицы Ленина в сторону улицы 40 лет октября, совершил наезд на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть в районе дома номер 25 по проспекту Ленинградскому при отсутствии пешеходного перехода от здания библиотеки к магазину «Каспий». Водитель в момент ДТП был трезв, пристегнут ремнем безопасности, имеет 9-летний стаж вождения. С его слов, он ехал по проспекту со скоростью около 40 км в час, и при подъезде к парковке магазина из-за автобуса, стоящего на остановке, неожиданно для него выбежал мальчик, которого он сбил, не успев затормозить. 3 мая в час ночи в дежурную группу госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Было установлено, что на окружной дороге возле дома номер 51А 22-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota Camry, не выдержала безопасный скоростной режим, в результате чего выехала в кювет, где совершила наезд на опору уличного освещения. Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила в медучреждение 3 пассажиров. Один из пассажиров, который сидел спереди, был госпитализирован в отделение нейрохирургии с открытым переломами и ушибом головного мозга тяжелой степени. Девушка-водитель была пристегнута ремнем безопасности, травм не получила. Согласно освидетельствованию, на состояние опьянения была трезва. В этот же день в 19 часов вечера по внутридворовой территории дома номер 29/1 по улице Лермонтова неустановленный водитель совершил наезд на 5-летнего мальчика, который двигался на самокате, после чего в нарушении правил дорожного движения оставил место ДТП, участником которого он являлся. Ребенок в момент происшествия катался во дворе дома в сопровождении родителя. В медучреждении несовершеннолетнему диагностировали ушибы, назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка. А мы двигаемся далее. С 2022 года в России у судов появилась возможность назначать тем, кто попался повторно нетрезвым за рулем, уголовное наказание не только в виде штрафа или срока, но и возможность конфискации транспортных средств при систематических нарушениях правил дорожного движения, то есть изъятие автомобиля. Данные изменения ужесточили ответственность водителей за опасные нарушения правил дорожного движения. И согласно новым изменениям для водителей возникла новая ответственность – конфискация автомобиля. Остановить за вождение в нетрезвом виде может инспектор ГИБДД, основываясь на своих наблюдениях или по сигналу других участников движения. При наличии одного из признаков инспектор начнет процедуру проверки водителя на алкоголь при помощи алкотестера или медицинского освидетельствования. Наказание за езду в нетрезвом виде регулирует статья 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф составляет 30 тысяч рублей с лишением прав от 1,5 до 2 лет. При этом не имеет значения, был ли за рулем сам владелец автомобиля или он позволил сесть за руль пьяному в своем присутствии. А вот в случае повторного нарушения наступит уже уголовная ответственность. И заплатить придется до 300 тысяч рублей. Это в лучшем случае. В худшем грозит до 2 лет тюрьмы. По итогам 4 месяцев 2024 года сотрудниками госавтоинспекции по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, задержано 97
водителей. В прошлом году, значит, за аналогичный период было задержано 134 водителя. Из них по результатам процессуальных проверок за текущий год возбуждено 97 уголовных дел, по части 1 76, по части 2 21 уголовное дело. По результатам рассмотрения дел в судах лишено права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 11 человек, со штрафом в 200 тысяч рублей 1 и подвергнут обязательным работам 4 лица. Вместе с тем, по части 1 статьи 264 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления таким средством и подвергнутым административному наказанию по части 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Часть 2 статьи предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления таким средством и имеющим судимость за такое преступление ранее. А мы напоминаем, что состояние опьянения притупляет реакцию и может привести к потере контроля за управлением и необратимым трагическим последствиям. Мототранспорт в наших условиях эксплуатируется ограниченное количество времени, поздней весной и летом. Но, несмотря на это, любителей этого вида транспорта у нас немало. Какие основные правила для мотоциклистов, какие нарушения в ПДД они совершают, ответственности и профилактика нарушений? Сегодня обо всем этом мы поговорим с инспектором отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Республики Владимиром Ощепковым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Руслан. Ну, вообще нужно отметить, что мототранспорт как средство передвижения, оно, во-первых, очень удобное, мобильное, да, требует мало горючего, и поэтому, скорее всего, оно так востребовано жителями, да, водителями. Вообще, какие права требуются для езды на мотоцикле? Вот начнем с АЗОВ. Ну, с АЗОВ, если начинать, то категория нужна для именно данного вида транспорта, категория А. Но опять же, у нас сейчас, как сами знаете, уже транспортные средства у нас, опять же, имеют несколько категорий. То есть мотоциклы, да, с кубажом, которые больше 100 кубов, да, и также есть малокубаторные, то есть до 50 кубиков получается, да, ну, если простыми словами говорить, да. И также у нас, кроме этого, есть еще, кроме мототранспорта, к ним еще причисливаются у нас мопеды, мокики, да, так называемые, которые, опять же, имеют до 50 кубиков, да, силы. Ну, это максимальное, ну, и также у них, в принципе, у них меньше 50, ну, есть и больше, да. Смотря, опять же, от лошадок, да, ну, сколько у него сил, от этого у нас зависит уже, опять же, категория. Также на мопеду у нас категория водительского удостоверения должна быть категория М. Ну и, соответственно, также получается А и А1, то есть это малокубаторные. А можно ли выделить какие-то самые распространенные нарушения правил дорожного движения, вот, которые совершают мотоциклисты? Ну, обычно большинство у нас свои транспортные средства, ну, мотоциклы, ну, не ставят. И из-за того, что, в принципе, они как бы выезжают на нем, изредка, да, так сказать, летом, да, ну, так как у нас сезон именно для такого вида транспорта очень короткий, да, ну и, конечно, хотелось бы призвать всех водителей двухколесных транспортных средств, устанавливать их в установленном порядке, да, ну и, соответственно, опять же, получить страховку в первую очередь, ну и, соответственно, пройти техосмотр и также поставить на учет. Ну, в целом, мопеды, мотики, для управления ими требуются вообще права? И есть ли какое-то мототранспортное средство, которое права не нужны? Ну, мототранспортное средство, которым права не нужны, сейчас такого уже нету. Сейчас в любом случае, даже если это уже двухколесное транспортное средство, которое имеет какой-либо двигатель, да, то есть это, опять же, мы говорим не только двигатель сгорания, да, но и также те же электросамокаты, так называемые, они, опять же, у нас требуют, в принципе, если у них, смотря какой киловатт, да, какая мощность, от этого зависит, опять же, нужны ли, опять же, те же права. То есть категория М у нас в любом случае нужна тем лицам, которые, опять же, управляют двухколесными транспортными средствами, такими как мокики, да, до 50 кубиков. Ну и, соответственно, также требуются на некоторые электросамокаты, которые, опять же, могут двигаться по дорогам общего пользования. Ну, в принципе, мопеды у нас
они прописаны в правилах дорожного движения, так же, как совместно с велосипедом. То есть на них могут ездить, опять же, дети с 16 лет, получив права категории М, да, и спокойно, опять же, могут кататься, опять же, соблюдая все правила дорожного движения, да, ну и также обезопасив себя, надев защитные средства. То есть в любом случае у него обязательно должен быть мотошлем. А с какого возраста разрешается управление мотоциклами и мопедами? Ну, как я сказал, да, в первую очередь, конечно, мопедами они могут управлять с 16 лет с категории М. Ну, а мотоциклами они также могут обучиться с 16 лет, да, то есть получить категорию М, но и потом уже с наступлением совершеннолетия, то есть в 18 лет они могут уже получить категорию А. Ну а до 18 лет они могут уже просто с категории М и А1 малокубатурными транспортными средствами также управлять, в принципе, по дорогам общего пользования. Какая ответственность за нарушение правил ПДД для них, для этой категории? Ну, для этой категории, опять же, все те требования правил дорожного движения, это как минимум, в первую очередь, это они должны быть зарегистрированы, да, то есть если они не выполняют данные требования, то, опять же, на них может быть наложен штраф за управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке. То есть это 500 рублей, да, как минимум, там еще имеется повторность. Там по повторности уже более посерьезнее штраф будет 5 тысяч, да. Ну и потом уже, если, опять же, без водительского удостоверения соответствующей категории, да, то если попадается, то согласно части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, штраф может наложиться от 5 до 15 тысяч. Сейчас данное нарушение, опять же, имеет повторность, да, который, ну, там в основном лишенных права, да, но в любом случае также водители, которые, опять же, управляют транспортным средством, неоднократно попадаются, да, также по этой статье на них также может быть наложена данная санкция. Ну и не стоит забывать родителям, да, в первую очередь, когда они покупают данные транспортные средства своему ребенку за то, что они купили, в принципе, передали транспортное средство лицу уже заблаговременно, которое вы знаете, что у него нет водительского удостоверения, за передачу транспортного средства лицу без водительского удостоверения, опять же, может наложиться штраф в размере 30 тысяч рублей. А можно ли перевозить пассажиров на мотоцикле? К сожалению, несовершеннолетним в принципе запрещено, когда они управляют транспортным средством с пассажиром, да, ну а также взрослым в принципе также запрещено управлять транспортным средством и перевозить несовершеннолетних без, опять же, специальных устройств, которые, опять же, могут быть установлены на данные транспортные средства. То есть, ну, допустим, если так по-простому взять, у нас, как обычно водители делают, садят своего ребенка спереди на бак, да, где, в принципе, это не место именно еще и тем более для несовершеннолетнего лица, да. Ну, в данном случае, конечно, опять же, за это могут оштрафовать водителя. В общем, как в Юго-Восточной Азии, совершенно нельзя, запрещено ездить. Да. Ну, желательно, конечно, не перевозить детей вообще вот таким образом, потому что это, опять же, травмоопасно. В первую очередь, опять же, это самая незащищенная категория водителей, да, которые управляют, в принципе, да, двухколесным транспортным средством. Да. Ну и, в принципе, опять же, если говорить про средства индивидуальной мобильности, да, там также, в принципе, разъяснено то, что нельзя, опять же, управлять таким видом транспортного средства с пассажиром. То есть это в любом случае опасно, в первую очередь, да, так как при падении даже с высоты своего роста человек может не только получить ушибы, да, но и также может сломать какие-либо конечности. Ну а тут уже с ускорением, в принципе, уже понятно то, что травма будет уже более серьезная. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Республики Владимир Ощепков. По всему городу снова они – электросамокаты. Сезон стартовал, сервисы кикшеринга давно открыты. А когда, получается, человек использует самокат, он в любом случае логинится и подгружает свои данные по, допустим, банковским картам. Потому что у нас, чтобы активировать СИМ, необходимо ввести платежные реквизиты банка или какого-нибудь провайдера, который позволит оплачивать поездку. То есть она не бесплатная, она платная.
И поэтому все эти данные, они сразу же у нас отображаются, мы их видим. Напомним, с 1 марта 2023 года электросамокаты, моноколеса, гироскутеры приравняли к транспорту. Обозначили как средство индивидуальной мобильности – СИМ. Прописали и правила движения. С прошлого года именно электросамокат считается транспортным средством. Административные правонарушения совершаются ими по правилам дорожного движения, то там и штрафы есть свои, 800 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей, да. Если на личном самокате регулировать скорость придется самостоятельно, разогнаться на арендных просто не получится. Стоят ограничители. По тротуару, где есть пешеходы, да, то получается у них скорость должна быть как у пешеходов. То есть там нету 30, 20, да, вот как идет пешеход, какая у него скорость, да, у пешеходов, вот почти такая должна быть и у электросамокатов. Одно транспортное средство – один пассажир. Буквально, может быть, недели через 2-3 вводим в эксплуатацию программу искусственного интеллекта, которая позволит контролировать и прогнозировать использование самоката двумя людьми. То есть, если, допустим, 2 человека используют самокат, а, как правило, у нас дети вдвоем используют самокаты, то это будет видно у нас в системе. Как только самокат распознает нахождение 2 человек на самокате, он сбавляет скорость и просит в приложении данный самокат переместить на парковку, ближайшую парковку, которая предназначена для его локации. За езду вдвоем – штраф. Сотрудники ГИБДД имеют полное право останавливать нарушителей. При переходе проезжей части именно по пешеходному переходу спешиваться, то есть должны быть в качестве пешеходов, переходить дорогу, да. Также они должны кататься именно по велосипедным дорожкам. Если таковых нету, по обочине, с правой стороны по ходу движения транспортных средств. Все эти моменты, которые являются нарушениями, они фиксируются и в последующем они сохраняются в истории пользователя. И потом пользователю будет немножко сложнее уже его использовать. То есть он не сможет, допустим, просто так его беспроблемно арендовать. Такой вид транспорта, как электросамокат, в первую очередь направлен на удобство и мобильность граждан, а не в целях развлечения. В связи с этим на постоянной основе органы ГИБДД проводят профилактические мероприятия для детей и точек проката. А в ближайших планах – открытие школы вождения на знание правил движения. Установка лебедок, гидравлических подъемников, установка газобаллонного оборудования, замена фар с изменением класса источника света, например, замена галогеновых фар на ксеноновые. Все это подпадает под категорию изменения в конструкции автомобиля и требует официального оформления. Об этом коротко и понятно мы расскажем в нашей постоянной рубрике «Полезное за минуту». Внести изменения в конструкцию значит установить на автомобиль детали, которые не предусмотрены производителем. В России это регулирует техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Потребуется разрешение ГИБДД. Газобаллонное оборудование, бампера, багажник, лебедка, пороги, фаркопы. Внесение изменений в конструкцию производится через заключение протоколов технической экспертизы, выдаваемых испытательными лабораториями. Внесение изменений производится в 2 этапа. Первый этап – это выдача разрешения на изменение конструкции, то есть там заявитель предоставляет заявление, заключение, паспорт и госпошлина 1000 рублей. Там рассматривается возможность установки устанавливаемых компонентов на данное транспортное средство. Второй этап – это предоставление всего пакета документов с протоколом технической экспертизы, с диагностической картой технического осмотра, осмотра инспектора ГИБДД на площадке осмотра. Результатом второго этапа является получение СКТС заявителя. Госпошлина составляет 1500 рублей. После получения СКТС гражданин обязан поменять свидетельство о регистрации транспортного средства, где в особых отметках будет указано внесенные изменения в конструкцию транспортного средства. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит сегодня на них певец Святослав Эверстов. Святослав, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какой у вас стаж водительский? У меня стаж получается с 21 года.
2,5 года только у меня. Ну практически не так давно вы, Да. получается, сдавали экзамен. Да. Волнуетесь? Да? Ну, мы желаем вам успехов. Сейчас будут все 10 вопросов на нашем экране, и Хорошо. потом ваши ответы проверит наш инструктор. Первый вопрос. Какие из указанных знаков отменяют все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками? Варианты ответов только В, второй вариант А и Б, третий вариант В и Г, четвертый вариант все. Ну, тут только В, первый. Вариант номер 1. Принято. Этот знак указывает, что варианты ответов вы должны повернуть направо или налево. Второй вариант: на пересекаемой дороге организовано реверсивное движение. Третий вариант: вправо и влево от перекрестка организовано одностороннее движение. Так, тут на пересекаемой дороге организовано реверсивное движение. Второе. Вариант номер 2. Да. Принято. Какой маневр вам запрещается выполнить при наличии данной линии разметки? Варианты ответов: обгон, объезд, разворот. И четвертый вариант: разрешаются все перечисленные маневры. Ну, здесь разрешаются все перечисленные маневры. Четвертый ответ. Вариант номер 4. Приняли? Каким автомобилям и в каких случаях разрешается движение вне населенных пунктов со скоростью не более 90 км в час? Варианты ответов: легковым автомобилям при буксировке прицепа на автомагистралях. Второй вариант: легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн на всех дорогах, кроме автомагистралей. И третий вариант: всем перечисленным автомобилям в указанных случаях. Тут 7 перечисленным автомобилям в указанных случаях. Выбираешь вариант номер 3. 3. Третий. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли остановка в этом месте? Варианты ответов. Первое: разрешена. Второе: разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 метров. И третий вариант: запрещена. Тут запрещено однозначно. Потому Однозначно что- запрещена. Вариант номер 3. Да, Приняли? третий. Следующий вопрос. При повороте направо вы должны уступить дорогу. Вариант ответов: только велосипедисту, только пешеходам и велосипедисту. Пешеходам и велосипедисту. Третий вариант. Третий вариант. Принято. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги? Вариант ответов: рекомендуемая скорость движения 40 км в час, минимальная допустимая скорость движения 40 км в час. И третий вариант: минимальная допустимая скорость движения по левой полосе 40 км в час. Тут рекомендуемая скорость движения 40 км в час. Первое. Вариант номер 1. Да. Принято. Можно ли вам повернуть направо на этом перекрестке? Варианты ответов: можно. Можно, если вы проживаете или работаете на территории, расположенной справа от перекрестка. И третий вариант: нельзя. Можно. Вариант номер 1. Первый. Можно. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам перестроиться? Варианты ответов: разрешается только на соседнюю полосу. Второй вариант: разрешается, если скорость грузового автомобиля менее 30 км в час. И третий вариант: запрещается. Тут разрешается только на соседнюю полосу. Вариант Первый. номер 1. Да. Принято. И последний вопрос. Разрешено ли вам движение? Варианты ответов: разрешено только направо. Второй вариант: разрешено только для выполнения разворота. И третий вариант: запрещено. Тут запрещено, как бы шлагбаум стоит. То есть выбираем вариант номер 3. Да, третье. Принято. Итак, Святослав ответил на все 10 вопросов. Результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Денис Федоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. В данное время проверим сейчас ваши знания, насколько вы ответили верно. Итак, первый вопрос. Какие из указанных знаков отменяют все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками? Вы ответили здесь верно. Только В. Так как у нас в вопросе было указывают, отменяют все ограничения. Ответ верный. Этот знак указывает, что вы ответили здесь Второй. верно. На Да, пересекаемой. на второй. На пересекаемой дороге это организовано реверсивное движение. Все верно, так как у нас имеется знак 5.10 и также разделительная полоса. Какой маневр вам запрещается выполнить при наличии данной линии разметки?
Вы ответили здесь верно. Разрешаются все перечисленные маневры, так как у нас тут не запрещающих знаков, не разметок, то есть мы все имеем право выполнять. Каким автомобилям и в каких случаях разрешается движение вне населенных пунктов со скоростью не более 90 км в час? Вы в данном ответе ответили верно. Всем перечисленным автомобилям в указанных случаях, так как вне населенного, но это кроме уже магистрали. Магистраль у нас слишком скоростная, но тут приписали именно вне населенного пункта. Ответ верный. Разрешена ли остановка в этом месте? Вы ответили верно. Запрещена, так как у нас стоит сплошная линия разметки. Также это от начала пешеходного перехода только 5 метров, но все равно мы не имеем права останавливаться перед пешеходным переходом. При повороте направо вы должны уступить дорогу. Вы ответили верно. Пешеходам и велосипедисту. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги? В данном вопросе вы ответили рекомендуемая скорость движения, верно? Ответ неверный. А, да? Ответ тут будет номер 3. Минимальная допустимая скорость движения по левой полосе 40 км в час. То есть мы по левой полосе минимум 40 км в час, не достигая 60 км в час. А по правой полосе уже мы можем двигаться по 60 км в час. То есть он указал вам минимальную допустимую скорость. То есть лево-право уже как бы там меняется. Можно ли вам повернуть направо на этом перекрестке? Вы ответили можно, так как у нас стоит просто знак о том, что сквозного движения нету и там тупик. Но заехать мы имеем право, например, домой, магазин и тому подобное. Разрешается ли вам перестроиться? Вы ответили верно. Разрешается только на соседнюю полосу, так как у нас имеется двойная сплошная линия и реверсивные светофоры у нас выключены. Вы ответили верно. Разрешено ли вам движение? Вы это ответили правильно, так как у нас тут запрещено, у нас находится шлагбаум. Все верно. Итак, Святослав, вы сегодня ответили на 10 вопросов, из которых вы ответили правильно. Ведь это хороший результат, в зависимости от того, что вы сдали 3 года тому назад. В принципе, если повторить еще правила, будет намного лучше. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.